Депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов встретился с учащимися школы номер 8. В рамках рабочего визита в ИНТУ региональный законодатель провел для девятиклассников парламентский урок. В этом году информационно-просветительское мероприятие посвящено 5 темам: 30-летию со дня принятия Конституции Республики Коми и юбилейным датам, связанным с видными политическими деятелями региона: Зосимой Паневым, Иваном Морозовым и Иваном Кулаковым, и юбилею ИНТы. Александр Попов часто бывает в ИНТе. В рамках рабочих визитов депутат Госсовета Коми старается не только решать важные городские вопросы, но и встречаться с подрастающим поколением Приполярья. Я интинец, я родился в ИНТе. Мое детство прошло вот тут, где стоит сегодня наша школа. Учился в этой школе. Работал после Уфтинского индустриального института, сейчас это университет УГТУ, на стройках города. 8,5 лет работал мэром города, потом работал в Сыктывкаре. И вот 4 года представляю ИНТУ в Государственном совете Республики Коми 7-го созыва. Я был депутатом Верховного Совета 12-го созыва и Государственного Совета 1-го созыва. Потом Государева служба, а сейчас вот снова представляю в представительном органе власти родной город. Этот год богат на важные юбилейные даты в Республике Коми. 27 сентября исполнилось 110 лет со дня рождения Зосимы Панева. Более 30 лет он стоял у руля нашего региона, занимая с 1950 по 1984 годы посты председателя Совета министров Коми АССР, председателя Президиума Верховного Совета Коми АССР. Избирался депутатом Верховных Советов СССР 3 созывов, РСФСР 4 созывов. 30 сентября во всех муниципалитетах Коми прошли торжественные мероприятия, посвященные столетию со дня рождения Ивана Морозова, известного общественно-политического деятеля, первого секретаря обкома партии, руководившего республикой более 20 лет. Несколько лет Иван Павлович работал в ИНТе. Еще одна юбилейная дата в этом году – 80-летие со дня рождения Ивана Кулакова, одного из самых уважаемых политиков и руководителей республики. Иван Егорович неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР. Был первым заместителем председателя Верховного Совета Республики и первым заместителем председателя Госсовета Коми. Особенные дни в календаре праздничных дат – 30 лет со дня принятия Конституции Республики Коми, регулирующей наши права и обязанности, а также юбилей ИНТы. У нас самая главная дата на самом деле в этом году – это 70-летие нашего родного города. О нем можно рассказывать бесконечно. Но хочу, раз мы в 8-й школе, показать вам один слайд. Пожалуйста. Вот смотрите, узнаете? Вот здесь стоит ваша школа. Вот это была дорога. Вот этот дом, в котором я жил. Такой 6-квартирный дом. Это начало 70-х годов. Я думаю, что это год 73-й, 74-й. Вот 4-й поселок, где прошло мое детство, он был еще не застроен. Город уже шагнул к нему. Когда-то я в школу ходил, в 5-ю школу, вот здесь по лесу шла тропинка, и домов там не было. 2-й микрорайон. А 3-й микрорайон, видите, его еще нет. И пока я учился в институте, он полностью застроился. ИНТа кипела, ИНТа строилась. И вот этот 3-й микрорайон тогда вводили по 40, по 50 тысяч квадратных метров жилья в год. Это 8-10 больших домов. Люди переселялись из бараков, и ИНТа получила вот тот облик, который она имеет сегодня. Чистого, красивого города. В 1968 году вышла книжка Григория Павловича Гулецкого, которая называлась просто «ИНТа».
она заканчивалась словами: город, окружающий нас, тихий, уютный город, создан из жара человеческих сердец. Будем же помнить об этом. Я поздравляю вас с юбилеем родного города. Желаю вам всяческих успехов в вашей учебе, в ваших исканиях, в ваших увлечениях. Уверен, что у вас все получится. В завершении парламентского урока старшеклассники могли задать депутату Госсовета Республики Коми интересующие их вопросы.